Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана назначил нового прокурора Марийского вилаята. Артисты российских цирков завершат гастроли в Туркменистане выступлениями в Балкан-Абаде. Туркменский город Аркадак и французский Мезон Лафит станут побратимами и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначил юриста первого класса Мелиса Атаева прокурором Марийского вилаята, освободив его от должности прокурора Куняр-Ургенчского итрапа Дашогузского вилаята. Напомним, должность прокурора Марийского вилаята до сегодняшнего дня оставалась вакантной после того, как возглавлявший с 12 августа 2020 года прокуратуру этого региона Аланазар Ниязлыев 3 апреля 2023 года был назначен заместителем генерального прокурора Туркменистана. Два знаменитых российских цирка представят свои лучшие номера в Балкан-Абаде. Это будет последний город в Туркменистане, который посетят артисты в рамках своего гастрольного тура, начавшегося в городе Аркадак. С 10 по 17 сентября жители и гости Балкан-Абада смогут насладиться уникальной программой циркового шоу, которое включает выступления артистов разных жанров циркового искусства, от воздушных гимнастов и эквилибристов до канатоходцев и жонглеров. Зрители также увидят дрессированных львов, тигров и медведей, а также посмеются над шутками веселых клоунов. Декларация о дружественном согласии о побратимстве между городами Аркадак и Мезон Лафит была подписана во вторник министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Миредовым и министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Искусство и культура туркменского народа были представлены на 25-м международном анатолийском фестивале культуры и искусства тюркских народов, который стартовал 1 сентября в Анкаре. Согласно жеребьевке, проведенной оргкомитетом фестиваля среди дипмиссий в Анкаре, 5-й день фестиваля был объявлен Днем Туркменистана. Познакомиться с культурой и искусством туркменского народа собралось свыше 20 тысяч зрителей. На большой сцене эстрадный певец Бегенч Ораев с большим успехом представил туркменское музыкальное искусство и свою авторскую песню «Аркадаглый Туркмен». Туркменистан будет представлен на 7-м Всемирном конгрессе математиков тюркского мира, который пройдет с 20 по 23 сентября в городе Туркестан. Форум проводится с целью расширения международных связей и научного сотрудничества ученых, содействия развитию математической науки и применению достижений математики, информационных технологий в научных исследованиях, в технике и образовании. В Казани стартовал фестиваль мусульманского кино. В мероприятии принимают участие 52 фильма из более чем 11 стран. Основной темой фестивальных фильмов являются общечеловеческие ценности, духовные и нравственные ориентиры, культурные традиции, принципы терпимости и гуманизма. В аэропорту столицы Финляндии в порядке эксперимента начнут тестировать первые в мире цифровые паспорта туристов. Цифровой паспорт туриста позволит уменьшить время прохождения паспортного контроля на границе и избежать бумажной волокиты. Итоги эксперимента будут оценены в 2024 году. Кроме того, аналогичный эксперимент с цифровыми паспортами планирует провести Хорватия уже в этом году. Олимпийская сборная Туркменистана по футболу обыграла команду Тайваня со счетом 4-0 в первом матче отборочного раунда Кубка Азии 2024. В составе победителей хэт-триком отметился форвард ашхабадского Капитдага Шамамед Хыдыров, еще один гол на счету футболиста Алты-Насыра Нурмурада Розыева. Отборочный турнир в группе К проходит в централизованном формате в индонезийском городе Суракарта. Соперниками туркменской сборной по группе являются команды Тайваня и Индонезии. В следующем матче олимпийская сборная Туркменистана встретится с командой Индонезии 12 сентября. Туркменская теннисистка Илима Гусейнова вышла в полуфинал чемпионата Азии по теннису среди юниоров, в котором принимают участие 24 ведущих теннисистки из стран Азии и Океании. В четвертьфинале турнира Илима Гусейнова одержала победу над теннисисткой из Индии со счетом 7-6, 1-6, 6-4. За выход в финал турнира представительница Туркменистана сыграет с 4-й сейной на турнире таиландской теннисисткой Таритой Хонсёк. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.